пророк Адам, он был и посланником Божьим, и пророком. Первый человек, первый пророк, первый посланник. И он учил детей религии, вере, учил ремеслу, учил выращивать как хлеб, вот, строить мосты, мельницы, молоть как хлеб, печь, в общем, всем наукам. И в то время тоже были святые люди, благочестивые, их называем мы сейчас аулия, честные, святые люди. И они очень их почитали, уважали их, имели они высокий авторитет вот, духовно. И, конечно, они потом умерли, и мусульмане все равно не забывали их, посещали их могилы. Читали зиарат, делали, читали дуа, это разрешено в религии, не запрещено посещать могилы. Шло время, и появился перед ними сатана, дьявол, в образе человека. И знаете, сатана, он очень опасный, он враг людей, и он очень тонкий манипулятор. И знаете, что он непростой, сатана непростой, у него разум есть, он разумный. Он был же верующим, жил среди ангелов, но он никогда не был ангелом, он был джинном, об этом сказано в Коране. Он не ангел, он джин, но жил среди ангелов, очень много молился Аллаху, намазы читал. Его имя было Азазиль. И он самый отец, праотец всех джиннов, всех шайтанов. Ну вот, когда мы говорили, что его гордость, его зависть погубила его, он стал завидовать Адаму. И даже говорил он, что воистину он создан для великого дела, для великой миссии. Когда он увидел, что у Адама есть брюшная полость, и видел красоту его тела, и он понял, что и сказал, Бог его создал для великого дела, для великой миссии. Но, конечно, гордость погубила его, он стал завидовать, все равно не признал это он. Когда Аллах Всевышний повелел совершить земной поклон в знак приветствия Адаму, ангелам, ангелы повиновались. Но он сказал, я не могу себе этого позволить, я лучше него. И протестовал Богу. И за то, что он отрицал это, Аллах Всевышний лишил его милости. Двери покаяния ему закрыты, он обречен, но знаешь, он вечно войдет в ад. И тогда, как он сказал, я буду сбивать всех его потомков. И потом сказал, но не смогу сбить только тех, которые искренние. Это пророки и святые. Он не сможет их сбить. И у кого есть религиозные знания, шайтан, это мусульманина, оружие, это его знание, илм. Даже минимальные знания у него есть. Если он правильно понимает религию, шайтан не сможет его обмануть. Если он уже укрепился. Поэтому недаром говорят, чтобы выучить Фикуль Акбар, книгу имама Абу Ханифы, маленькая книжка такая, тоненькая. Его изучить надо 40 раз, повторять надо с учителем этот урок. 40 раз. Чтобы укрепиться, у нас была сильная вера уже. То шайтан его не сможет сбить. И вот, и он сказал, ну я собью всех. То Аллах сказал, воистину, собьешь ты всех, которые последуют за тобой. И Аллах Всевышний сказал, воистину, непременно веду тебя, Иблис, и тех, которые последуют за тобой, заполню ими ад. Ад будет заполнен ими. Кто последует за сатаной. То есть имеется в виду что? Он поддался искушению шайтана, говорящему, получай религиозные знания. Вот ко мне приходит в мечеть, приходили, хазрят говорит, помоги, страдаю, говорит, у меня или магия у меня, или сехар сделали. Не могу себе место найти, плохо мне. Уныние появилось. Не могу домой зайти, семья разрушается, ничего не понимаю, хожу как потерянный. Потом, ну, конечно, мы их принимаем, тяжело им читать, но говорим им, приходите к нам в медресе, получайте религиозные знания.
знания вас защитят, и шайтан не сможет вас, с ними вас ничего не сможет сделать. Приходите. Да, придем, потом уходят и пропадают. Пропадают, и опять продолжается такой же образ жизни. Потом через некоторое время опять приходят, она сказала, 3 дня было у меня хорошо, опять мне плохо. Опять объясняем, причина, что вы не знаете религию, а шайтан вами орудует уже. Манипулирует вами как хочет. Поэтому люди как потерянные. Плохие отношения с мужем, с женой, недопонимание, грубость, жестокость, разные оскорбительные слова. Потом он обиженный выходит из дома, ходит потерянный. Или бывает, начинает там с друзьями там забыть и уходит там с ними там где-нибудь сидит. То это все из-за того, что нет религиозных знаний. Человек беспомощный, у него нет оружия, а он обязан знать религию. Аллах повелел человеку разумному, чтобы он получил минимальное религиозное знание, это фарз, повеление Аллаха. Аллах повелел нам. Если человек игнорирует, говорит, успею там или некогда, мне это не надо, или говорит, муллалар, это мулла пускай говорит, занимается этим делом, а я говорит, другими делами занимаюсь, но он все равно невежественный. Нет у него гарантии, что он войдет в рай. Потому что невежественный человек, который не знает Аллаха, не знающий Аллаха, шайтан ему все равно будет искушать, и внутри сердца у него появляется такой васваса, искушение от шайтана. И человек начинает думать, а все-таки, может быть, говорит, Бог где-нибудь сидит все-таки в каком-то особенном дворце, но далеко, где-то у него, наверное, место есть все-таки, какой-то особенный дворец, якобы там, то шайтан его искушает, если у него такое появляется уже убеждение, у него нет имана, веры нет, то шайтан ему еще больше насаждает, и он ходит как потерянный, не знает, к кому примкнуться. Туда идет, туда проводит идти, к ним идет. Вот. Многие уходят в другое, там, каким-то там язычникам переходят. Вот. К сожалению, есть такие, которые с этими связаны. Вот, как называется тут? Кришнаиты, что ли? Есть татары. У меня бабушка приходила в мечеть проспект Мира, плакала. Сын, говорит, усмирить, как я смирю, без квартиры это осталось, говорит, кришнаитами, говорит, связался. Проблема то, вот этот Иблис потом, когда уже вот эти святые умерли, он явился людям в образе человека, сказал, хитрый Иблис. Он сказал, о, люди, я переживаю за вас. Вы очень хорошо поступаете, вы почитаете своих предков, это очень хорошо. Так, говорит, прекрасно. Но, говорит, я, говорит, беспокоюсь за вас, говорит, что ваши потомки, когда вы умрете, они могут забыть вас. Их. Давайте постройте памятники. С их изображениями они были, по-моему, 5 святых. И они послушались его, построили им скульптуры, памятники ихними лицами, там, телами. И тоже начали почитать их. Но это еще они не отступили от веры. Они послушались его, просто решили, что вдруг действительно забудем мы их. Давай построим такие памятники. И они продолжали ходить. Прошло еще несколько поколений. Какой хитрый дьявол. Ждал он, пока умрут. А потом еще одно поколение. И опять появился он. И что он сказал? О, люди, говорит он, как же вы так, говорит, неправильно делаете? Ведь ваши предки, говорит, их богами называли. А вы, говорит, забыли путь своих предков. Вы, говорит, как же вы так? Говорит? Они, говорит, называли их богами. И некоторые люди отступили от веры, стали язычниками, перестали поклоняться им. И первое неверие появилось вот так при помощи Иблиса. И до сих пор, до сегодняшнего дня и до этого, когда Исрафиль, алейхиссалям, будет горн, до первого горна рог подует, до этого времени будет сбивать он людей. До сих пор он враг человечества. Поэтому мы должны это понимать. Он настоящий враг наш. Его цель
этого сатаны, чтобы мусульмане, верующие, который мог попасть в рай, чтобы он попал вечно в ад. Его цель это. И они как бандиты. У них бандитские системы, правила. У них есть свой главарь. У них главари, у них есть у шайтанов главари тоже. И этим ихним шайтанам, которые ходят по земле, к мусульманам заходят, самый их геройский поступок, чтобы мусульманина сделать кафиром. Через искушение, через обман. Чтобы совершил вероотступление. Потом они с этим заданием, главари шайтанов дают им это задание, они выполняют это задание, потом приходят к этим главарям шайтанов, их потом коронуют. Вот как воров коронуют, им одевают на голову корону. За геройский поступок сделал, мусульманина сделал кафиром. Молодец, говорит, ты сделал его. Вот так они до сегодняшнего дня они работают. Поэтому, чтобы... А мы должны объявить войну против шайтана. Как? Не кулаками, не оружием, нет, знаниями. Духовным, религиозным знанием, правильное понимание Корана, правильное понимание слов пророка. Поэтому вот я сейчас вот воспользуюсь невежеством людей, потому что сколько десятков, сколько поколений остались без имамов сейчас, когда имамов специально, планомерно брали именно каких имамов, которые имели авторитет среди народа. Их забирали и исчезали они. Те годы еще. Народ остался сиротой. Кто мог духовное наставничество давать сейчас? Хорошо, вот у нас, у татар, хоть в Башкортостане, хоть в Татарстане, хоть у нас, осталась прекрасная традиция, что мы вот так собираемся. Мавлид, на поминке умер, делаем там вот собрание, поминаем их, посещаем их могилы, Курбан-Байрам, Ураза-Байрам. Все вместе собираемся на ифтарах. Вот благодаря этим маджлисам у нас в сердцах остался еще ислам. Хотя многие из нас невежественно, не знают, намаз как не знают читать, как надо, Коран не умеют читать. Но в сердцах у нас есть смирение, что мы верим в это все. И сохраняем свои эти прекрасные традиции. В сердцах у нас остался ислам. А если мы будем, засучив рукава, выполнять то, что Аллах повелел нам, используя шанс, что мы в этой жизни временно живем, надо вот это время использовать, шанс свой, чтобы заработать себе вечный рай. Для этого Аллах дал нам шанс, время использовать это. Поэтому советую вам, спешите получать минимальные, даже минимальные религиозные знания. Не каждый может быть ученым, не каждый способен быть Куран-хафизом. Но есть минимальные знания, как знание основ веры. Не так, что говорят, вот тебе, говорят, намаз научись читать, тебе это достаточно. А он Аллаха не знает. Не знает, кому намаз читать. Поэтому, если он Аллаха не знает, он стоит на намаз и думает, наверное, все-таки Бог где-то сидит. Я вот представлю его сидящим там на троне, вот и смотрит на меня, он сидит на троне, я буду молиться ему. Это язычество. Он представил Бога в виде образа, но не нарисовал, а по мнению изобразил Бога в виде образа. Значит, если он изобразил Бога в виде образа якобы, значит, если относительно чего он его изобразил? Относительно верха, под верхом направления. Относительно низа, он находится над низом. Относительно трона, или над троном, или слева от трона, или справа от трона. Или размером как трон, или больше, чем трон, или меньше, чем трон. Он все равно изобразил Бога по мнению. Это не вера. Сущность Бога никто не знает, кроме Него самого. И тот, кто говорит, размышляя о творениях Аллаха, он говорит: «О Аллах, Ты всемогущ, сотворил эту огромную вселенную из ничего». Первой была создана вода. Потом после воды создано было время, пошло время. А что такое время? Это чередование событий. Если так думать. Сначала был создан вода, и уже началось чередование времени, началось отсчет времени. Потом был создан трон, потом был создан скрижали, небесная доска, потом Аль-Калям, который написал по повелению Аллаха все, что будет
в этой вселенной происходить. И потом созданы были следующие небеса и земли, рай и ад. Потом созданы были животные, живые существа, ангелы, джинны, животные. Самым последним был создан Адам. Вот сейчас идет время чередования событий, отчет времени. И наша жизнь тоже чередование событий. И вот тогда первое появилось язычество, это вот во время уже после смерти Шис алейхиссалям был, потом Идрис алейхиссалям. После смерти Идриса алейхиссалям появились на земле первые язычники, первые неверующие. А так было первые все дети Адама, первые люди, они были все, ислам был, мусульманами были они. Но там только был Божий закон, другой. Бог разрешил им жениться, их детям, быть мужем и женой, потому что больше не было детей. Можно было жениться ихнему сыну на своей младшей дочери, на своей младшей сестре или на старшей сестре. Но нельзя было жениться на близнецах, потому что Хава, она родила 40 раз и родила 80 детей. Постоянно у нее рождались мальчики и девочки, разнополые дети были. С каждого рода она рождала двоих. И так появились у них потом внуки, и так появилось человечество на земле. И мы все разные, дорогие. У нас разный характер, разный цвет кожи, разный цвет глаз, отпечатки пальцев и так далее. Это то, что Аллах создал Адама, алейхиссалям, из разных пород земли. Разные породы. В этом мудрость есть. Поэтому мы все, хоть японцы, хоть евреи, хоть арабы, хоть татары, все мы произошли от одного отца, от Адама. Но когда говорят, что якобы человек произошел от обезьяны, это не соответствует действительности. Они взяли от чего? Было такое время, когда был народ, который Аллах Тааля запретил им работать в субботу. Но они не повиновались Аллаху, нарушали его повеление, все равно продолжали работать. И Аллах в виде наказания превратил их в свиней и обезьян. Но потом они исчезли, никто не знает, куда они исчезли. Они сразу, Аллах умертвил их, и больше эти больше не появлялись никуда. Вот от этого якобы произошло, вот эта концепция такая, что якобы именно народ последующий появился именно от обезьян. Это не соответствует действительности. Это ложь. Все мы дети Адама и Евы, альхамдулиллах, мы разумные. Человек, еще раз повторю, если человек богобоязненный, верующий, и он, знания у него есть, даже минимальные, и он эти знания передает другим, жене, детям своим, близким, спасает их от ада. Он великий человек. Ангелы на небесах его называют великим. Великий человек он. Вот, да, Аллах Тааля вам, альхамдулиллах, я благодарю вас за приглашение, что вот вы молодежь, сейчас, альхамдулиллах, вы сейчас другое поколение. И да, Аллах Тааля вам в дальнейшем перспективу, чтобы вы размышляли над творением Всевышнего. И пусть Аллах дарует вам правильное понимание религии, правильное понимание Корана, правильное понимание изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Еще раз повторю, есть аяты в Коране иносказательные, есть аяты прямые по смыслу. Это мат Писания, это аяты мухкама, и есть аяты муташабихат. И Аллах Всевышний предупредил нас в Коране, что у кого есть сердце болезнь, они склонны к язычеству. Они эти аяты муташабихат хотят перевести дословно для того, чтобы сеять смуту среди людей, вводить их в неверие. И поэтому они говорят, у Бога рука есть, якобы у Бога есть глаза, как орган. Якобы говорят, у Бога есть уши. Потом говорят, у Бога есть ноги, как голен. В Коране есть аят сак называется, голен по-арабски сак. Есть в Коране такой аят, где есть слово сак. Если дословно перевести, это голен. Вот это. Если человек, про человека, это голен.
то они говорят, якобы у пророка голень есть. Голень, значит, и нога у него есть уже, и руки есть, якобы там голова есть. Как будто человекоподобное существо это уже. Это что-то, это не ислам. Но они говорят, они хитрые, они говорят, ну, он, говорит, сидит, у него глаза есть, и уши есть, но, говорит, не такие, как наши. Якобы бесподобные, якобы. Но они вот так хитро манипулируют, то человек, слушая их, потом шайтан начинает искушать. А может быть, говорит, все-таки у Бога все-таки глаза есть, но не такие, как наши. Может быть, у него уши есть, но не такие, как наши. Все равно человек вводит в заблуждение. Поэтому эти аяты есть в Коране. Это мать Писания. Лейса камислихи шай'у ва хува самиур басир. Есть в Коране аят. Нет ничего подобного Аллаху. И в продолжении Аллах говорит о себе, что Он всеслышащий, всевидящий. В чем мудрость? Мудрость в том, что раз Аллах сказал, Он абсолютно не имеет подобия, ни частичного, даже столечко не подобен Он своим творением. И продолжение Аллаха. После этого Аллах говорит, что Он абсолютно не имеет подобия, и Он всеслышащий, всевидящий. Это о чем говорит? Значит, человек уже понял, если размышляет, значит, Бог видит, но чтобы человек не вообразил, что у Бога глаза есть, раз Бог абсолютно не имеет подобия. А у кого глаза есть, это значит часть чего-то. Вот у нас вот глаза есть, это часть нашего тела. А Бог это не часть тела, и не полное тело, и не часть тела. Но видит Он не так, как мы. Его видение божественное. Абсолютно все видит. Нет такого даже маленькой частички, зера, чтобы Аллах не видел его. Но как Он видит абсолютно все, для нашего разума это непостижимо. Но мы говорим, человек, если это понял, говорит, я Аллах, воистину мой разум только знает то, что Ты дал мне знать. А то, что скрыто от меня, я не знаю. Я Аллах, сущность Твоя, абсолютно бесподобная. Это имя Аллах означает бесподобная сущность Его. Это имя. Но мой разум не может постичь Твою сущность. Я покорился и говорит, я это признал. И говорит, я Аллах, Ты пречист от своих творений. И ученые сказали, этот человек кто? Верующий. У него вера есть. Но если человек, все-таки у него болезнь сердца есть, и потом говорит, ну как же, говорит, так? Такие вопросы мне задают иногда. Ну как же так, говорит, Хазарят? Я, говорит, не понимаю. Вы говорите, что Бога невозможно видеть, ну как же, говорит, так? Значит, вы, говорит, говорите, что Бога нет? Не понял он. Не понимает. То ему говорим, Аллах создал эту всю вселенную. Причист Он, чтобы иметь какое-то тело. А у кого тело есть, у него есть границы. Если тело есть, он нуждается в каком-то объекте, в объекте находится. Невозможно ее тело представить без места. Но Аллах, Он не нуждается, не зависит от места, не зависит от своих творений. Вот. Он создал трон, и Он за счет трона не изменился. Якобы они говорят, Бог не был еще возвышенным, но после создания трона Он возвысился только потом. Якобы Он не был еще возвышенным, но трон, за счет трона Он был якобы возвышенным. То это нужда. Аллах Создатель всего, всемогущий, и властвует над всей вселенной, и властвует над этим троном, и сохраняет трон, как Он хотел. Трон на нас не падает. Огромное тело, твердыня из твердого, не просто там пустота это, а твердое тело. Не падает на нас. Небеса на нас не падают. Могущество Аллаха. И поэтому и Аллах всеслышащий, слышит абсолютно все. Даже движение сейчас насекомые, у него же тоже звук есть, например, какая-то в ковре ползает там насекомые, мы же не слышим его. Аллах слышит. Как Он слышит это все? Это божественно. Не можем это понять. Нашему разуму это непостижимо. Поэтому все, что человек может вообразить перед собой, Аллах пречист от этого, не имеет подобия. Нигде Он не сидит, не нуждается. Вот это говорили наши все предки. Наши духовные татарские просветители, великие ученые были,
которые это говорили. Вот. И был такой великий ученый, он жил на Урале. Его зовут Зайнулла Расулов. Он был шейх накшабандийского тариката. Потом, и он уже свой иджаза, свою цепочку передал в Дагестан. Великий имам был. И вот, ну, были завистники, были разные там течения тогда еще. Были те, которые говорили, что якобы ад исчезнет. Это говорил так Муса Бегиев. Его убеждение было, якобы он говорил, что ад не будет существовать, ад исчезнет. А это противоречит Корану. В Коране сказано, что ад будет существовать бесконечно. Он противоречил этому. Поэтому он говорил, выступал против них еще тогда. И потом ему сделали компромат, он в тюрьме сидел. И говорят, его народ, так народ его любил. Великий святой был. У него, я говорю, круглый стол, у него стол был накрыт угощением, кормил людей. Как пророк это делал. Как сказал пророк, алейхиссалям, когда пришел в Медину Мунаввара, сахаба сказал ансарам: передавайте друг другу салям. Ассаляму алейкум, ва алейкум ассалям. Потом говорил, связывайте родственные узы. Не враждуйте с родственниками своими. Вместе будьте, родственники. Чтобы было насель прекрасный. Дальше. Оживляйте молитву, сказал пророк. Читайте намаз. И что сказал? Кормите людей. Бедных. Особенно месяц Рамадан пророк, алейхиссалям, особую щедрость проявлял. Очень много кормил. И вот эти устазы тоже так поступали. И вот когда его отправляли по этапу в костромские лагеря, за ним шел народ. Бедные, настолько любили его, за ним шли ученики его, провожали его. Жандармы говорили, не будем только трогать, чтобы не было резонанс какой-то, пускай, говорит, идут. А его провожали в тюрьму, жандармы там. И вот сидел он в костромской тюрьме, и начальник тюрьмы всегда его приглашал себе в кабинет. Он был мудрец. И какие-то сложности были, там он всегда у него совет брал. Как совет. И был такой случай, там в Костроме загорелся зерносклад. Страшный пожар был. Не могли ничего потушить. Ну и техника там была не очень такая. И опять вызвали его. Сказали, это, знали, что у него он непростой. Сказали, что нам делать? Молись, помолись. Страшная беда, хлеб горит. И он сказал, дайте мне воды. Ему набрали стакан воды, и он читал дуа на воду, молился. И потом сказал, откройте форточку, и там огонь, пламя, огонь шел, и сказал, и вылил туда эту воду, и через некоторое время пошел дождь обильный, и огонь потух. Это керамет. Керамет, муджизатуль анбия, кераматуль аулия. Муджиза — это чудеса пророков, а керамет — это степень аулия, святых. Это о чем говорит? Они шли по пути пророков, не правильно понимали религию и не искажали. А сектант никогда не станет аулией. Сектант. Он заблудший. Поэтому вот такие вот были устазы дорогие. Это татары были. Наши татары, предки. И наверняка в аулах, где ваши предки жили, многие ученики Зайнулла Ишана, и у нас в Нижегородской области, у нас в моем селе Петряксы, были его муриды, ученики и были имамами. Указными, конечно, при царе еще было. Во всех татарских, в Башкортостане, даже в Казахстане были ученики. Настолько он был великий такой ученый, Ишан Хазрат Зайнулла Расулов. А потом его сын был еще муфтием, это во время войны, это в Московской соборной мечети, здесь он был муфтием, это в Советском Союзе еще во время войны, он был его сын Абдурахман Расулов, его звали, Абдурахман, его сын равно. Но это уже другая история там. У него уже такого не было, а это был такой вот великий просветитель. И я уверен полностью, что из ваших предков кто-то именно были именно из них, из этой цепочки, из этого тариката накшабандийского. И в заключение хочу еще одну историю рассказать, и на этом потом прочитаем два.
Но я только что недавно говорил вам, что есть люди, которые одержимые. Ну, или ему сихр сделали, магию. Или пошел к какому-то этому магу, там, приворожение сделать какое-то там. Или какой-то там пошел, какой-то кому-то там. И заразился им. Они работают же, эти маги, знаете, все колдуны работают с шайтанами. Им шайтаны помогают. Что получается? Они берут информацию, поднимаются на небо, послушают ангелов. Как мы сказали, это Ляйлятуль Кадр. Ангелам Аллах дает информацию, что произойдет до следующего Рамазана. Сколько человек умрет, кто родится, какие произойдут на земле среди людей события. Ангелам Аллах дает на целый год эту информацию, ангелы знают. Но шайтаны подслушивают их. Но иногда совпадает. И что делают они, эти шайтаны? Они вот этим магам, чтобы обслуживать магов, они им представляют условия. Говорит, например, шайтан говорит, я буду обслуживать тебя только тогда, если ты будешь поклоняться солнцу или огню. То есть совершать неверие, поступок неверия. Или даже есть такие это правда, я вам правду говорю. Шайтан заставляет его оторвать лист из Корана, мочить, говорит, на него мочой, и положи себе на подстилку вместо обуви туда. И ходи так, я только тогда буду тебя обслуживать. То есть, что заставляет шайтан делать? Шайтан заставляет сделать богохульство, отступить от веры. И, как говорю, это геройский поступок у шайтана. И потом уже этот колдун начинает вредить людям. И это получается у них. На смерть делают. Кстати, знаете, что опухоль, рак и опухоль от магии, онкология от магии, смерть приходит, неожиданно умирает человек через магию. Но это по воле Аллаха. Все. Аллах вечно знал, что это будет так. Аллах это создал. Но не заставлял это делать Аллах, чтобы совершать зло. И поэтому человек постоянно, если у него нет религиозных знаний, он обречен на эти страдания. И вот и к нам они приходили, таких людей приходили к нам. И вот у нас вот в ауле, кстати, звали его Ханака Абастай, и был он не из нашего села, а в нашем селе Молла взял жены, ученые же были, они связаны друг с другом, держали связь. И он женился на дочери тоже какого-то ученого татарского. И она жила у нас в деревне. Где-то с Ульяновских там областей, где-то Татарстана, она родом из Татарстана. И вот у него был такой карамет, степень почетности. Она приводили к ней одержимых, сумасшедших. И она знала молитвы, через эту молитву вызывала главарей этих джиннов. У джиннов же тоже есть свои государства, как у нас есть. Своя политика, у них свои границы, у них своя медицина, также у них свои как руководители у джиннов, как и у людей. Они же разумные существа, джинны. И вот она вызывала этих главных их руководителей, там, королей там, джиннов, государства. И она разговаривала с ними, с этими джиннами. Говорила, как вам не стыдно? Вы же из уммет пророка, а джинны же тоже из уммет пророка. Они тоже есть мусульмане среди джиннов. Как, говорит, вам не стыдно? Вы, говорит, мусульманам, говорит, делаете вред. Вот, говорит, эта вот женщина страдает, мусульманка, она ей плохо стало, заболела, стала одержимой. Пускай выходит от нее, а у нее там джин сидит. Поэтому она стала такой одержимой. И он, это руководитель джиннов, там их не глава, главный, приказывает ему, выходи оттуда. И он выходит, этот джин, и человек вылечивается. Вот такие аулия были. Это мне рассказывали, вот они уже умерли, их дети и внуки, которые это факт они уже вот Найляпа была, то я ее помню, она рассказывала мне, такие случаи были, дорогие. Вот какие были у нас наши предки. Если рассказать, субханаллах, некоторые даже это не поймут, скажут, как это так, удивительно, что вы рассказываете такое. Но это было.
Но тот, кто знает религию, они это знают, что это действительно это есть. Вот такие были дорогие наши предки. И было в каждом ауле были мечети по 5, по 7, по 8 мечетей было в каждом ауле татарских. И жили как соломенные крыши, земляные полы. Жили бедно, но, альхамдулиллахи, был у них баракат. Дети, если ребенок заболевал, приводили к молле. Молла читал аяты из Корана, и ребенок вылечивался. Были такие. Приобретать религиозное знание – это путь к спасению, попасть в рай, дорогие. Потому что, как один ученик одного ученого 30 лет обучался у своего ученика, учителя. И учитель спросил, что ты познал от моих знаний. То ученик сказал, я познал 8 вопросов. То учитель немножко удивился, как говорит, так, 30 лет учился, у меня только познал 8 вопросов только. И он стал перечислять, потом сказал, инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун, и сказал учитель, ты познал религию глубоко. Всего 8 вопросов. Но один вопрос только скажу вам, какой из них. Это он сказал, я много над людьми наблюдал, за их жизнью. И много людей привязаны к этой дуне. Они полюбили эту жизнь. Любят своих близких, детей, жену, построены дома свои, там, одежду, роскошь и так далее. Не привязаны их сердца этой жизни. Любят они это. Но, сказал он, потом они расстанутся с ними навсегда. С собой не забирают могилу. То, что они любили, они с собой не забирают. И он сказал, я это понял, сказал, но я выбрал, связал свое сердце с поклонением Аллаху, совершать благие деяния. Я связал свое сердце с совершением благих деяний ради Аллаха. То есть соблюдать повеление Аллаха. Это намазы, приобретение религиозных знаний, сохранение себя от харама, от грехов. Это, сказал, выбрал. И он сказал, я это заберу с собой в могилу. То есть спасение. И понял он, и это о чем говорит? Это о том говорит, что мы должны объявить войну против кого? Против нашего врага, этого шайтана, Иблиса. И он не сможет с нами ничего сделать, не сможет нас заблуждать, если у нас будут религиозные знания. Вот. Это Абдул-Кадр аль-Джиляни, великий ауля, великий ученый был. То однажды он молился в уединении. Это была ночь, и увидел на небе яркий, необычный свет. Пучок света, необычный. И от этого света раздался голос. Сказал, о, Абдул-Кадр аль-Джиляни, ты мой раб, я твой Господь. Ты уже больше не молись, ты стал святым. Настолько у тебя, сказала, высокая степень уже тебе уже не обязательно молиться. Я тебе отменяю молитву. Что ответил Абдул-Кадр аль-Джиляни? Он сказал, замолчи, проклятый шайтан. Ты дьявол. И сразу тот же огонь исчез. И тогда голос опять раздался. О, Абдул-Кадр, откуда ты узнал, что я Иблис, дьявол? И он сказал, то, что я вижу свет, то, что я увидел, это творение Аллаха. По воле Аллаха появился этот свет. Аллах создал. И тебя создал Аллах, сказал Иблиса. А то, что сказал, то, что ты мне не даешь молиться, освобождаешь, хочешь освободить. Пророк Мухаммад, алейхиссалям, самый лучший, самый почетный из всего человечества пророк, он не оставлял молитву. Тогда Иблис сказал, воистину, о Абдул-Кадр, твои знания победили меня, я не смог тебя обмануть. Но в то время я уже обманул, сказал, 70 абидов, джахилев, которые, абид, кто много-много намаз читает, но религию не знает. Даже не знает Аллаха. Он читает, думает, что Аллах где-то находится и представил Аллаха в каком-то образе и молится. То он сразу, я, говорит, вот так же, говорит, показался, говорит, им в виде света. Они, говорит, уже подумали, что они святые, думали, что это Бог появился,
и уже перестали молиться, стали говорить, я их сделал кафирами уже. Вот что такое знание, дорогие. Знание единобожие, самое основное. Не просто сказать, тебе это не надо, это очень тонкая наука, зачем тебе это заморачиваться, давай намаз, научись, тебе это достаточно. Ни с чем остался. Он не знает основы веры, он думает, шайтан ему искушает, все равно человек подумал, ведь говорит, я верю в Бога, как это, я не вижу его. И потом шайтан ему начинает искушать, и человек уже колеблется. И там будут они вечно находиться, никогда не будет там смерти, никогда оттуда они не исчезнут. И будет это продолжаться бесконечное мучение. Это огонь Агад, это не топка паровозная, а огонь черный. Там, как ядерный взрыв черный, там 1000 градусов, несколько тысяч. И там будет находиться реально, и тело будет у него гореть, и будет там находиться бесконечно. И будет еще моральное наказание, не только физическое. Они спросят, когда же закончится наше мучение здесь? Тогда 1000 лет будет молчание, потом через 1000 лет придет ответ от ангелов, хранителей ада. Они скажут никогда. Вот что ожидает неверующего человека. А если мы будем читать сейчас всякие это переводы, где там пишется рука, якобы у Бога рука есть, якобы у Бога лицо есть, якобы у Бога колени есть, якобы он где-то там сидит, то человек, не знающий религию, переводы читать, этих писателей, так называют, переводчиков, то человек не думает, на самом деле, наверное, у Бога все-таки лицо есть, и руки у него есть, оказывается, и ноги есть, и глаза есть, все это уже неверие, это язычество. То даже сам человек не знает, нет, говорит, как это, я, говорит, мусульманин, я же, говорит, намаз читаю, но у него нет уже имана. Ему надо это понять, правильно понять, признать и сказать еще «Ашхаду алла иляха илляллаху ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах». Принять обратно веру. Вот какая ситуация, дорогие. Это серьезный вопрос. Поэтому советую вам получать правильное религиозное знание. Альхамдулиллахи, работают сейчас мусульмане, сильно работают. Есть у нас и в режиме онлайн, есть у нас и заведения наши братья со мной рядом. Наш брат тоже к нам ходит. Серьезные уроки. Именно там обучают основам религии правильное понимание атрибутов Аллаха. Аллах не меняется, а меняет свое творение. Нельзя думать, что Аллах был мертвый, потом только оживился. Нельзя думать, что Аллах был слепой, потом стал видеть. Или у него ухудшилось видение, или улучшилось. Нельзя думать, что он не был создателем, потом только стал создателем, когда начал творить эту вселенную. Он был вечно, его сущность абсолютно бесподобная, не имеет ни начала, ни конца. И все его божественные атрибуты, присущие сущности, не имеют ни начала, ни конца, не меняются. Бог был вечно всевидящим, без начала, и никогда не прекратится у него. Бог был всеслышащим, вечно без начала, и никогда не прекратится. Бог живой, не так, как мы, телом и духом. Бог живой, его жизнь божественная, без тела, без духа. Нет ничего подобного ему. И он всеслышащий, всевидящий. Вот так говорили, дорогие. Все пророки, у них был один путь. Вера от Аллаха, от Бога, это ислам. Были разные национальности. Например, Бани Исраиль. Аллах Та'аля избрал этот народ. Бани Исраиль. Многие пророки из Бани Исраиль были из еврейского народа. Но потом они нарушили завет Аллаха. Аллах дал им очень много нигмата евреям, еврейскому. Они были мусульманами, но они тоже переживали угнетение. Фараон их угнетал. Община Моисея, община Иисуса, это был еврейский народ. Мусульмане были они, как и мы, как и арабы.
И дай Аллах Тааля, чтобы нам, альхамдулиллахи, мы мусульмане, альхамдулиллахи, мы из уммат пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и просим Аллаха Табарака ва Тааля, чтобы Аллах Тааля даровал нам баракат, тауфик, чтобы укрепить свою веру, получать необходимые минимальные религиозные знания и соблюдать. И да, Аллах Тааля вам счастье в обоих мирах. И в этой жизни, чтобы вы обрели себе семьи. Вот, есть у вас вот прекрасные вот, молодые девушки, альхамдулиллах, они вот пришли, и все соблюдаете пост. Вот, у каждого есть мечта, чтобы была прекрасная семья, чтобы муж был прекрасный, жена прекрасная. Да, Аллах Тааля вам такого счастья, иншаллах, раббил аламин. Прекрасные семьи, чтобы Аллах даровал вам семейного счастья, благочестивых, добрых детей прекрасных. И да, Аллах Тааля вам прожить, иншаллах, долгую жизнь в исламе, даровал вам степень богобоязненности и войти в рай с миром, иншаллах, раббил аламин, с иманом, и встретиться с своими предками, своими бабушками, дедушками, матерями, отцами в райских садах, иншаллах, тааля, раббил аламин. И благодарю вас искренне за приглашение, вот, за то, что так это открыто приняли, иншаллах, и рад встрече с вами, иншаллах, тааля, раббил аламин. И читаем дуа. Hayırlı ulu dərəcədə olan bilimlər alıb, şu bilimlər arqalı amal ibadətdə olub, Allah Teala'nın qoşqanlarının ütəbdiğanlarının tıyılıb yaşağımız bilən din İslamiyyətdə küb yıllar yaşarga Rabbil Ələmin hər kasımızga nasip qılsın. Ya Rabbil Ələmin, bu kardeşlerimizə kiləsi turmuşlarında hayırlı, danışlı ömürlər, birgə ailəgiz bilən, halal cübətləriz bilən birgə tanışlıqda, iminlikdə, ballarınızga tərbiyə verib, Rabbil Ələmin üzərinizə hayırlı, bəxtli, izgəməllər qılıb durmuşlar nasip qılsın inşallah Teala. Allah Rabbil Ələmin biz ilk günlərimizin tanışlığın, iminliği nasip qılsın. Başçalarımıza sabırlıq, şoğu şəfətləri Rabbil Ələmin rəhməti bilən bitirsin. Aralarınızda kimden bulsa kardeşleriniz, tuğanlarınız mı, dostlarınız mı? Şu hazır esvo diyen orumlarda hizmet iteler. Allah'ın rahmeti bilen inşallah şu düşmanlarını yenip İsan sağ, ata-analar karşılarına, halal çiftlikleri, balalar karşılarına katıp küllerin Rabbil Ələmin nasip kılsın. Ve sözden bizim halklardan da bir küp hizmet iteler hazır. Başkırtistan'dan, Tataristan'dan hürmetli kardeşlerim. İsan sağ, katıp gitsinler tuğan yaklarına. Allahümme entes selamu ve minkes selam. Tebarakte ve tealeyte lekel hamdu. Ya zel celali vel ikram bi rahmetike ya erhamir rahimin.